Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какие яркие и необычные события вам по судьбе до конца месяца? Посмотрите, пожалуйста, на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какие же яркие и необычные события вам по судьбе до конца месяца? Так, но из необычного. Здесь человек возмужает, посильнеет, похорошеет, будет развиваться, будет расти и будет это все осознавать, будет понимать. Откроются какие-то секреты, откроются какие-то недоговоренности, какие-то спорные моменты урегулируются. Здесь вы входите в фазу уверенности в себе и уверенности в правильности своих мыслей, поступков. И какая-то вот гарантия появляется того, что завтрашний день будет, и этот день будет меня радовать. То есть у вас настроение такое, знаете, приподнятое, и планы у вас очень хорошие, и взгляды очень оптимистичные. То есть для вас это нетипично. И опять же таки это нетипично, потому что, я не знаю, как-то вот то ли погода на вас влияет, то ли окружение какое-то грустное у вас везде находится. Вы словно аки солнышко, да, вот в центре, венец, будете сиять и будете нести людям какие-то знания, какую-то гармонию, какие-то, может быть, даже ну вот прям энергетика будете своей теплой делиться. О чем я хочу вас предупредить? Во-первых, тут у меня, смотрите, с этой стороны 2 лошадки, с этой стороны 2 лошадки. Вы рискуете выбрать какой-то не тот путь, какой-то азарт. Кто-то может вас подбивать на что-то, на какую-то поездку, на какие-то рисковые дела. Потому что вот лошадки все-таки там поездки и рисковые поездки. Будьте осторожны. Не дайте себя сбить с правильного пути. Не дайте, чтобы вас заманили в какую-то ловушку, либо как-то подставили, либо как-то вами воспользовались. Вас соблазнят на какое-то либо слишком блестящее, да, предложение, либо на какой-то мед, да, вот прям клюните на мед, что вот прям так красиво вам песенку споют о том, что все замечательно, что вы можете вот прям закрыть глазки и сказать: окей, если все так замечательно, я готова. И плюс еще соблазн. Соблазн очень сильно идет. Не соблазняйтесь, пожалуйста, потому что вот опять же таки, да, как-то нетипично для вас. Вы человек очень такой спокойный, осторожный, аккуратный. Кто-то, может быть, даже немножечко с линцой есть у меня, но тем не менее. Вот попадутся какие-то вот паразиты, которые смогут так красиво все там рассказать, описать. Подберут те самые ключики, которые, ну, против которых вы просто бессильны будете. Вот этот момент я вижу. Не дайте себя заманить. Плюс тут еще какая-то женщина выходит, такая, знаете, многорукая. Многорукая, она, во-первых, может быть воровкой. Во-вторых, она может быть какой-то манипуляторшей, жуткой манипуляторшей, симулянткой, аферисткой. Именно женщина, худая, высокая женщина. Будьте аккуратны прям с этой женщиной. Если вы такую женщину вдруг новую встречаете, прям ушки на макушке, а лучше разворачивайтесь и уходите. Ничего хорошего в жизни она не принесет, но как-то вот опустошит либо ваши эмоции, либо ваши карманы. Вот как-то вы можете от нее пострадать. Для мужчин особенно актуально, потому что такие женщины, ну, они очень алчные, да. Это может быть даже какая-то ваша бывшая, а может быть какая-то соблазнительница, да, которая, ну, скажем так, прикинется порядочной девушкой, да, по итогу окажется, что порядочность — это нечто для нее недоступное и невозможное. Будьте аккуратны.
Так, еще из хороших моментов, да, что-то мы все на плохое, на плохое. Хорошие моменты. Ну, в хороших моментах я вижу тут очень плотную работу вашу по исполнению либо реализации каких-то дел. То есть дела накопились, либо наслоились, либо как-то, вот знаете, один за одним пойдут дела. И вы, мои дорогие, при всем своем каком-то нежелании туда вот входить, в эту зону, да, ответственности, подвязываться под какие-то вопросы, вы все равно все решаете, все делаете. На ваше удивление вы не встретите сопротивления, на ваше удивление дороги открытые и легкие, и на ваше удивление как-то вот все решится, то ли минимум ваших каких-то усилий, может там через интернет будете решать, как-то вот, знаете, удобно, быстро и легко у вас все это дело пройдет. Но вот первое впечатление, что нет, не хочу, не буду, это сложно, это страшно, о боже, что же мне теперь делать? А здесь нужно этот момент просто будет пережить. Все сделать, совсем справитесь. Если где-то вам предстоит там ходить, добиваться, отстаивать, и вы вот понимаете, что Господи, да я же не готова, да, я не выдержу этих пыток. Все будет просто идеально, прям тьфу-тьфу-тьфу, потому что здесь вот прям обещанное исполнение у вас идет. По поводу денег. Деньги есть, деньги будут приходить, но обратите внимание, у вас почему-то финансовый источник немножечко ужимается. Ужимается он как-то вот энергетически. Вас либо кто-то накануне так конкретненько поглазил, потому что вот он у вас в центре глаз вышел, да, недобрый глаз. Либо кто-то поглазил ваш дом, например, либо вашу удачу. Кто-то, знаете, как сказал, даже может человек по-доброму сказал, да, но у него энергетика такая плохая, да, человек, о, какой ты везучий, либо, да, о, сколько у тебя там денег есть. Я вас заранее предупреждаю, что нужно носить булавочки. Булавочки любые, можно свеченые, можно обычные. Вот обычная булавка берете и к одежде своей цепляйте. Но очень важно, чтобы она головкой была вверх. Да, вот там, где вот именно иголочка вверх. Потому что человек, когда будет на вас дурным глазом смотреть, либо дурные вещи языком своим говорить, да, он будет колоться об это острие. И это актуально как и мужчин, так и для женщин. Слушайте, ну вам ничего не стоит купить эти булавочки, они там сущие копейки стоят, да, просто обвешайте всю свою одежду этими булавочками. Они маленькие, да, можно подобрать совсем маленькие, можно подколоть с обратной стороны одежды, вообще идеально. Вы извините за подробность, но вот лично я, у меня, например, ну, нижнее белье, да, простите, извините, но может кому-то вот прям поможет. Я вот везде там приколола, все равно в любом случае вы юзаете это все каждый день, да, и вот у меня как бы есть, и я уже там не переживаю. Вот, очень хорошо. На рабочее место свое приколите по такую булавочку, да, там стульчик, где вы сидите, либо вот как-то, я не знаю, что у вас там на рабочем месте, но вот как-то вот тоже защитите свое место. Дом можно там на шторочки прицепить, можно там в дверь как-то вот приспособиться, заколоть эту булавочку, да, потому что вот все-таки глазик у вас прям чуть ли не в центре вышел. И из-за этого глазика ваш финансовый канал вот прям как-то сужается. Так, еще момент любовных отношений. Те, кто у меня в паре, в браке, здесь не исключены какие-то, скажем так, бадания. Будете бодаться, будете упрямиться, и вы, и ваш партнер. Прям такое желание, знаете, как бы романтики любви, да, но поскольку выхода желания не находит, это все переходит в претензию и в какое-то бадание. Поэтому, мои дорогие, если хотите романтики, вам, как говорится, и свечи в руки, да, делайте романтический вечер. Неважно, уставший ваш мужчина, там, приболевший, то есть порадуйте, приготовите вкусняшку, то, что он любит, то, что ему нравится, там, разрешите ему среди недели там, вкусняшку выпить, да, то, что ему нравится, побалуйте и себя, и его. Понимаете, тут я вижу, что у вас-то идет энтузиазм, у вас-то идет потребности в любви, в отношениях, а он какой-то, вот, знаете, понурый и уставший. На него атмосферное давление очень сильно давит. Либо погода как-то влияет, либо, может быть, атмосфера в коллективе, где он работает, влияет, либо какие-то мрачные перспективы будущего. То есть, понимаете, на него социум извне идет влияние, причем влияние очень тяжелое. Ему тоже, может быть, хочется, да, но как бы сил, что ли, не остается, либо энтузиазм у него немножечко потух. Это
не страшно, это все исправимо. Берите инициативу в свои руки, зажигайте пламя вашей страсти и вашей любви. Все будет замечательно. Так, для тех, кто у меня только лишь встречается, общается, тут какое-то, ну, немножечко вынужденное, может быть, отдаление идет. Во-первых, вы будете гореть своими делами, у вас очень много каких-то дел, идей, мыслей, и вам нужно и туда, и сюда. Очень много таких, знаете, скрестных дорог. А ваш партнер, ну, он как-то грустит, что ли, да, у него какие-то, может быть, такие грустные нотки в настроении. Он не желает вас беспокоить, но при этом очень сильно по вам скучает. Здесь, конечно, я бы посоветовала более как-то регламентировать, да, свой день и уделять хотя бы немножечко времени своему партнеру, своему любимому человеку, с кем вы общаетесь. Что касается тех, кто у меня в интернетных романах, то у многих отыграется возможность встречи. Возможность встречи. Вы будете так ярко это все обсуждать, прям порыв такой будет друг другу. Какие-то признания, какие-то там словечки любви будут. Планы будут очень необычные. То есть здесь очень бурное общение у вас будет. Смотрите, не засиживайтесь за компьютером, потому что нужно все-таки больше отдыхать. Так, по поводу семейных отношений. Вот смотрите, в доме вашем, в принципе, я вижу, что мир, порядок, тишина. Детки, в принципе, у меня тут не вышли. Но я так понимаю, что если они не вышли, ничего плохого там не будет, да, со стороны деток, либо каких-то вот сюрпризов. Но вышли пожилые люди. Пожилые люди какой-то вам сюрприз хотят сделать, либо сделают, но сюрприз этот будет, может быть, для пожилых казаться, что это что-то вау, да, необычное, суперское, а вот вы как-то вот скептично отнесетесь к этому сюрпризу. Поэтому, дабы не разочаровывать своих любимых людей, ну, хотя бы поулыбайтесь, там, поблагодарите, да, какой-то вот с подвохом сюрприз вам... Я не могу сказать, что неприятно, да, но там что-то странное будет. Странное, непонятное и больше как бы удивление вызывает, да. Как вообще такое в голову могло прийти. Так, еще момент. Момент какой-то рыбалки у вас идет, да, потому что вы тут рыбачите. А рыбачить вы будете не на деньги, а на людей. То есть... нужные, важные люди, с кем вы сможете познакомиться, либо с кем вы сможете войти в контакт, в коннект, и благодаря этим людям, знаете, как заручиться поддержкой, либо получить какое-то покровительство, либо получить какое-то знание. То есть для вас будут важны не материальные блага, да, а скорее человеческие ресурсы. Поэтому будьте смелее, будьте проворнее и будьте активнее. Люди к вам относятся хорошо. У вас такая энергетика, вы к себе прям притягиваете, намагничиваете, понимаете? Может быть, вы и не обладаете этой способностью, да, либо вы ей обладали, но она в вас спала. Но вот конец месяца пробудет в вас вот эту звездность, да, вот как звездочка будете сиять, и люди будут смотреть и говорить: о, какая же она классная, да. Вот прям против своего, может, даже какого-то порыва будут к вам тянуться, приблизиться, дотронуться, пообщаться. Воспользуйтесь этим моментом, наладьте важные, нужные коннекты, связи, а это вам в будущем обязательно очень сильно пригодится. Так, ну и самый важный момент, это связано с работой. Кого-то конец месяца обрадует повышением зарплаты, либо продвижением, хорошим продвижением, да, по каким-то, может быть, карьерным лестницам. А у кого-то это будет новая работа, работа, на которой вы станете просто номером один. Понимаете? Работа вам как по судьбе, да, либо работа, благодаря которой вы свою судьбу наладите, жизнь свою наладите. Здесь, как ни крути, у вас, в принципе, идет такое время, да, как будто бы вы от судьбы что-то получаете. Вот к вам летит, прилетает, и берите. Берите, получайте, наслаждайтесь, принимайте, не отказывайтесь и понимайте, что это время, оно скоротечно. Да? То есть до следующего, да, коридора исполнения может пройти даже несколько лет. Поэтому ни от чего не отказываемся, все принимаем, делаем себе во благо и в радость. Ни в коем случае не негативим, а стараемся вот... Ну, вы будете чувствовать в себе этот заряд позитива, старайтесь его как можно больше сохранить и при возможности побольше им делитесь. Чем больше будете делиться, тем больше вы будете в себе это сохранять. Вот как-то так. Мои дорогие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока.